Празднование Международного дня защиты детей в республике пройдет на десятках площадок. Для детей и их родителей подготовили насыщенную программу. Это интерактивы и спортивные игры, концерты и мастер-классы. Эпицентром праздничных мероприятий в столице станет Казанский Кремль, который на один день превратится в настоящую страну детства. Здесь пройдет Ёлконфест, приуроченный к столетию подросткового журнала «Ёлкон». Для гостей книжная ярмарка, этномаркет, кулинарные мастер-классы и дискотека. От молодых дизайнеров занятия по созданию школьной формы с татарским орнаментом. На празднике установят рекорды, встретятся с блогерами, познакомятся с историей журнала. Это концепция города детства. Город детства, город мечта. И на один день Кремль, он превратится вот в такой вот город, в котором дети будут вовлечены не просто в участие, но и в организацию всего того, что там будет происходить. Самым масштабным станет фестиваль детства «Эйбет». В Татнефть-арену пригласили 10 тысяч ребят. Творческие коллективы Казани выступят вместе со звездами российской и татарской эстрады и группы «Пицца». Хедлайнеры, они обычно в подтанцовках, а здесь наоборот. Можно сказать, главные герои – это наши хореографические коллективы, а вот группа «Пицца», Эльмира Калимуллина, Гузель Уразова, они нам помогают в каком-то смысле. Во всех районах республики состоится фестиваль первых. В экстрим-парке «Уран» ждут на семейный турнир. У нас пройдет семейный турнир «Движение первых». Турнир включает в себя соревнования по пионерболу и футболу. Команды на турнир смешанные, то есть принять участие могут команды, состоящие из детей, их родителей. Пройдут различные мастер-классы и соревнования по BMX, самокату, роликам, скейтборду и брейкдансу. В парке Черное озеро пройдет фестиваль «Благотворительная регата». Здесь организуют прогулки на детской яхте, мастер-классы и спортивные игры. Вырученные средства направят на покупку специального оборудования для будущего инклюзивного центра столицы. Велоквест об истории Казани состоится в Старо-Татарской Слободе. В парке у Дома культуры имени Саида Галиева детей встретят герои сказок. Во дворе центра «Сайдаш» гости закружатся в танцевальном флешмобе. Также с 1 июня начнет работу детская железная дорога. Алия Сабирова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.